Старший советник Комитета по законодательству и правам человека Нижней палаты парламента Таджикистана, кандидат юридических наук Фируз Сайназимзода, предложил создать Центр изучения посланий президента Таджикистана при Академии госуправления страны. Изучение и анализ посланий президента Таджикистана позволяет глубже осмыслить поднимаемые в них вопросы с политической и правовой точек зрения. Эти послания, как важный политико-правовой инструмент, играют ключевую роль в формировании государственной политики, научных исследований, а также совершенствовании законодательной базы страны, заявил он. Также Сайназим Зада отметил, что создание центра позволит проводить всесторонние научные исследования, анализировать их влияние на социально-экономическое развитие страны и вносить предложения по их реализации. Напомним, что все ежегодные послания Рахмона уже и так транслируются по всем доступным каналам телевидения и радио. Также основные тезисы посланий президента зачитываются с минбара в мечети, а студентов вузов обязывают сидеть в аудиториях и слушать эти послания. پیام پرزیدنت مملکت دورنمای رشدی با ثبات کشور و راهنمای حیات و فعالیت هر یک فرد جامعه میباشد. Культ личности президента Рахмона формировался с течением времени и стал одним из ключевых элементов политической системы страны. Он проявляется в различных аспектах общественной и культурной жизни страны. Одним из элементов этого культа являются многочисленные книги, написанные в его честь, а также произведения, автором которых якобы является сам президент. Официальные издания активно публикуют биографии Эмомали Рахмона, рассказывающие о его скромном происхождении и пути к лидерству. Многие из них подчеркивают его роль как спасителя нации в сложный период гражданской войны в 1990-х годах. Некоторые книги изображают его как государственного деятеля и реформатора, приписывая ему заслуги в обеспечении стабильности и развития. Издаются книги на таджикском и других языках, прославляющие его вклад в сохранение культуры, традиций и независимости Таджикистана. В образовательных учреждениях учащиеся знакомятся с его политикой и биографией через специальные разделы в учебниках. Среди написанных в честь президента книг есть такие, как, например, «Подвиг Эмомали Рахмона», документальная повесть, «Воссоздатель Хатлона» и «Воссоздатель Саогда», книги, охватывающие достижения регионов Хатлон и Саогд под руководством Эмомали Рахмона. Эмомали Рахмон – один из основателей ШОС. Книги, якобы написанные Эмомали Рахмоном, «Таджики в зеркале истории», «О времени и о себе», «Язык нации», «Бытие нации», Эмомали Рахмон о современном мире и внешней политике, «Вводная дипломатия Эмомали Рахмона», «От первого шага до» и другие. Заставлять читать то или иное произведение – это не очень правильно. Потому что если книга интересная, то человек сам будет его искать, причем покупать и зачитываться. Но если она не интересна, то это просто потерянное время. В 2015 году Эмомали Рахмон получил официальный титул «Основатель мира и национального единства, лидер нации». Таким образом, режим подчеркивает его роль в установлении мира после гражданской войны, в укреплении национального единства. Также имеются и другие титулы «Спаситель нации», «Собиратель таджикских земель», «Отец народа». По всей стране установлены памятники и бюсты президента, его именем названы улицы, площади, школы и другие общественные объекты. Государственные средства массовой информации только и делают, что освещают деятельность президента, нахваливая его так называемые достижения и лидерские качества. По всей видимости, мелкому чиновнику Фирузу Сайназимзаде всего этого показалось мало, и он решил, надеясь, очевидно, на карьерный рост, выступить с очередным абсурдным предложением по укреплению культа личности Рахмона в стране. А это правда диктатура и сильная цензура? Вы знаете, вот, если я отвечу конкретно «да», возможно, у меня вот здесь будут проблемы уже буквально через пару часов. Тебя один раз предупреждают. Ну, сначала с записками, звонками, потом вызывают на допрос. И если после всего этого ты окажешься все равно смелым человеком в нынешних реалиях, то недалек тот день, когда тебя просто посадят.